Добро пожаловать на воскресное богослужение в церковь Краеугольный камень города Якутска. Я рад видеть всех, кого очень давно не видел. Вы знаете, сегодня не пропустил собрание, потому что не очень себя хорошо чувствовал, и Любовь Николаевна сегодня будет делиться словом. У меня прям такой соблазн был не прийти. Как вчера. Знаете, такое, какие-то последствия, видимо, то, что перенесенных этих. То есть у меня как вечер, так ноги кое-как передвигаются, совсем плохо. То есть это вот прямо совсем не надо. Но, знаете, я пришел, увидел, сколько людей внизу, сколько вас здесь. У нас давненько так мы не собирались в таким плотном составе. Поэтому слава Богу, что я пришел, слава Богу, что вы пришли. Скажи, я на правильном месте. Потому что воскресное утро, естественно же, да? Где же ты еще должен быть? Давайте мы помолимся. Мы благословим наше собрание. Кто внизу, пожалуйста, поднимайтесь наверх. Пока вы поговорите, собрание уже закончится. То, что давно не виделись, можно так зацепиться друг за друга языками, что утянет. Давайте мы благословим наш день сегодняшний, наше собрание. Отец Небесный, Господи, благодарим Тебя за милость Твою, благодать к нам, Господи. Благодарим Тебя, что несмотря ни на что, в это воскресенье утром мы смогли прийти сюда своими ногами, для того, чтобы прославить Тебя, для того, чтобы иметь общение с братьями и сестрами, для того, чтобы слышать от Тебя и воздавать Тебе всю честь и всю хвалу, ибо Ты достоин, Господь. Господи, мы отдаем Тебе всю славу, ибо Ты великий Бог. И мы провозглашаем, что Ты глава этой церкви. Ты глава церкви Краеугольный камень в городе Якутске. И мы уповаем на Тебя, как на главу. Мы не смотрим на людей, но мы смотрим на Тебя, и мы ожидаем только от Тебя. И мы просим Тебя, Господи, благослови нас сегодня. Пусть Твое помазание, оно будет здесь, на этом собрании. Господи, пусть люди, они получают исцеление просто потому, что они здесь, они прикасаются к Тебе. Те, кто дома находится, но он смотрит, пусть он также ощущает Твое присутствие, Господи. Потому что написано, что Бог — это Дух, и что Бог, Он вездесущий. Ты можешь быть одномоментно в любой точке. Аллилуйя, Господь. Еще раз мы ожидаем Тебя, встречи с Тобой, Господи. И мы поклоняемся Тебе. Прими всю честь и всю хвалу. И давайте мы прославим Господа. Аминь. Аллилуйя, Господь. Позовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем, руки к небу вознесем, Дух Святой, мы все сердце
прославить лишь Тебя. Ты нет в мире никого, кто сравнится мог с Тобой, неподобного Тебе, Бог мой. Ты благой, Твоя милость без конца, и со мной любовь Твоя, мое сердце величает Тебя.
больше никогда не бросишь. Всегда рядом, всегда потешишь, всегда утешишь. Дашь силы идти дальше, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Аллилуйя.
еще, да? Как бы я думал, еще песня будет. Стою, глаза закрыл. Что-то не то. Аллилуйя, Господи, благодарим Тебя. Еще раз слава Богу за вас всех, что вы пришли. Так радостно видеть людей в зале. Аллилуйя. Давайте мы помолимся, как мы обычно молимся, за нужды нашей церкви, за церкви вообще по Якутии, в нашем Северо-Восточном Союзе. И прежде всего я бы хотел помолиться за тех людей, кто еще болеет. У нас просто есть люди, кто до сих пор не восстановился. Вы видите, у нас по прославлению у нас до сих пор Риты нет, Олега нет. Будем молиться, пока они здесь стоять не будут. Аминь. То есть вроде бы уже все прошло, но у Олега, у него голоса, так же, как осип, так его и нет. Поэтому давайте молиться, чтобы не было никакого кашля. Ну и дальше по списку я просто поведу в молитве. Давайте мы соединимся вместе, помолимся за это. Также, когда мы будем молиться за личные нужды, сами приносите своим голосом свои личные нужды вместе, хорошо? Мы просто соединимся конкретно, если есть что-то, просто проговаривайте это. И Господь, Он восполнит. Аминь. Аллилуйя. Отец Небесный, Господи, благодарим Тебя за Сына Твоего, Иисуса Христа, который умер за нас и воскрес на третий день, и благодаря которому мы имеем дерзновение приходить к Тебе, к Твоему престолу, приносить свои нужды и иметь надежду, что Ты нас услышишь и что Ты ответишь, Господи. Не потому, что мы такие хорошие, но потому что Твой Сын Иисус Христос, Он умер за нас, Он пролил свою кровь за нас. Господи, прежде всего, мы просим Тебя за каждого человека в нашей церкви, кто еще не восстановился полностью. Может быть, кто-то сейчас только заболел и болеет. Господи, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, освободи их от всякой болезни. Мы прямо сейчас провозглашаем: будьте здоровы. Мы провозглашаем полное восстановление в жизни каждого человека. Просим Тебя за Риту и за Олега, наших прославленцев, Господь. Восстанови их полностью. Пусть голоса у них полностью вернутся. Пусть они будут здесь. Пусть они ведут нас и вводят в Твое присутствие, Господи. Поклоняются Тебе и славят Тебя. Аллилуйя, Господи. Отец, мы просим Тебя за каждого, кто еще болеет. Восстанови полностью. Или у кого, кто выздоровел, но остались какие-то последствия. Прямо сейчас во имя Иисуса Христа мы провозглашаем полную свободу от всякой болезни, от всяких последствий. И на том основании, что кровью Иисуса Христа мы омыты. И наши болезни, они все исцелены. Мы стоим на этом, и мы говорим: всякая болезнь, всякий вирус, всякая немощь, оставь любого человека в нашей церкви во имя Иисуса Христа. Полная свобода. Аллилуйя. Господи, мы также просим Тебя за нашу церковь, Господи, мы просим Тебя за церковь в Неринге, в Султарах, в Вилюйске, Господь, за все церкви по Якутии, Господь, Ты благослови, пусть Твоя воля, она будет. Благослови пасторов, благослови служителей там. Господи, пусть будет единство и мир во имя Иисуса Христа. Пусть будет воля Твоя. Пусть люди наполняются Духом Твоим. Аллилуйя. Господи, Якутия принадлежит Тебе. Господь, вся земля принадлежит Тебе. Ты Творец. Господи, но мы провозглашаем, что это будет реальностью здесь. Что люди будут славить Тебя на разных языках. Что будут иметь общение с Тобой. Будут говорить: слава Богу. Аллилуйя. Пусть это будет реальностью, Господь. Отец, мы просим Тебя за наш Северо-Восточный Союз, по всему Дальнему Востоку, Господи. В это утро церкви они собираются, чтобы прославить имя Твое. Господь, благослови каждого, благослови пасторов, пусть у нас будет единство в союзе. Пусть этот союз, он двигается за Тобой. Благослови наш союз РосХВЕ, начальствующего епископа, Господи. Дай мудрости в управлении. Так много работы делается. И пусть будет еще больше во славу Твою. Аллилуйя.
Господи, мы также просим Тебя за руководство нашей страны, нашей республики, нашего города. Господь, благослови всех людей, кто принимает решения. Пусть слышит голос Твой, пусть будет водительство Твое. Окружи их такими людьми, которые будут давать мудрые советы, которые будут принимать мудрые решения. И, Господи, мы просим Тебя о мире. Сейчас, когда все средства массовой информации нагнетают и кажется, что война, она неизбежна, Господь, мы просим Тебя, благослови. Пусть наша страна, она будет в мире, Господь. Пусть будет мир. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом, Господь. Аллилуйя. Отец, мы просим Тебя также за наши нужды, какие бы они ни были. Отец, приносим их перед Тобой, перед Твоим троном, и уповаем на Тебя, что Ты восполнишь их по богатству Твоему и славе Твоей, Господь. Всякий, кто нуждается в решении каких-то кризисных проблем, прямо сейчас я провозглашаю решение. Провозглашаю свободу во имя Иисуса Христа. Каждый, кто не знает, как поступать, Господь, дай мудрости. Пусть будет ясное, четкое понимание, что делать. Пусть будут силы это делать. И пусть будет Твое благословение, Господь, чтобы идти и делать во имя Иисуса Христа. Отец, каждому, кому нужны деньги, Господь, дай методы, дай способы, дай либо работу, дай мудрости, где экономить, Господь, благослови. Просто на принятие решений во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Также, Господи, мы просим Тебя о восстановлении отношений. Господи, если есть где-то разногласия в семье между близкими родственниками, я провозглашаю восстановление, воссоединение и примирение. Ты сказал, что блаженны миротворцы, Господи. Мы смотрим на Тебя и уповаем на Тебя во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Пусть будет так. Аллилуйя, Господь. И весь Божий народ сказал: аминь. Аминь. Да, молодец. Сразу напомнил мне. Давайте мы благословим детей. Дети, подростки, если есть беременные, выходите сюда. У нас добрая традиция. Мы благословляем детей на каждом собрании. И у нас был такой перерыв, мы их благословляли онлайн, пока мы останавливали детские служения. Но сейчас у нас вот уже кое-кто есть здесь. Я вот попрошу Наталью Пшенникову повести нас в молитве и благословении. Давайте мы соединимся вместе и благословим. Добрый день, дорогая церковь. Я рада видеть, что сегодня столько ребятишек у нас здесь. И что мы можем вживую за них помолиться. Мы, конечно, молимся, и родители дома молятся, и церковь молится, и по понедельникам. Еще раз хочу просто напомнить, потому что многие знают, и кто не знает, в Зуме проходит молитва за детей совместно, онлайн, совместно с церковью Слова Жизни. Сестры Слова Жизни из нашей церкви. Поэтому родители, дедушки, бабушки, просто кто хочет молиться за своих детей, присоединяйтесь, пожалуйста. Я ссылку буду скидывать, я скидывала, но не всегда, буду скидывать ссылку заранее. Поэтому 5 лет это уже проходит, 5 лет. И на самом деле очень большие плоды мы видим в жизни наших детей. Лично я в жизни своего сына вижу очень большие плоды за эти 5 лет. За эти 5 лет он был верующим, в свое время ребенком ДВРовцем, так как говоря, ходил в воскресную школу. Потом было время, когда пошел своими путями в подростковом возрасте, да, и мы ничего не могли сделать, мы только молились, провозглашали Слово Божье. И сегодня он верующий человек, служитель Божий, очень много служений несет. И я просто верю, что это один из плодов наших совместных усилий, вот этих молитв. Поэтому я просто, я знаю, что такое подростковый возраст, знаю, что такое проблемы с детьми. И что разрешить наши проблемы, помочь может только Господь. И наша задача, кроме того, что мы будем любить наших детей, заботиться и молиться. А еще лучше, когда совместно молимся, это очень большая сила. Благословляю вас. И также, Господь, я благодарю Тебя за каждого ребенка, которого Ты нам дал в наших семьях, Господь, в нашей церкви. И помоги нам, Господь, просто быть хорошими родителями, хорошими служителями, чтобы показывать должное внимание нашим детям, чтобы показывать
хороший пример христианской жизни, чтобы воспитывать их в настоящей вере. И просто благослови каждого ребенка, излей на них Духа Святого. Помоги им познать Господа Иисуса Христа по-настоящему, Господь. Пусть Твоя милость и благость, Господь, будет над каждым ребенком. Дай им мудрости, Господь, чтобы они ходили Твоими путями, Господь. И чтобы дары Духа Святого, они, Господь, действовали через них. Дары пророчества, дары исцеления. Те дары, которые Ты для них предназначил, Господь, пусть они действуют через них и среди них, Господь. И пусть Твоя любовь наполняет их сердца, Господь. Любовь к Господу, любовь к людям, любовь и почитание к родителям, Господь. Все, что Ты, Господь, для них приготовил, Господь, пусть исполнится в жизни каждого. Ребенок, дети, они для нас. На самом деле, это уже взрослые люди практически. И это не наше будущее, это уже наше настоящее. Оно у нас есть. И Господь приготовил для каждого юноши, для каждой девушки, девочки, Господь, великое будущее. В каждом этом юноше, в каждой этой девушке, Господь, Господь заложил огромное сокровище. И наша с вами задача помочь, чтобы эти сокровища, они были раскрыты и служили, Господь, Господу. Благословляем во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Присаживайтесь на какое-то время, и у нас есть свидетельство одно. Можно тогда попросить выйти? Я думаю, что это ободрит многих в плане молитвы и вообще всего. Драгоценная церковь, у меня есть свидетельство чуда Божьего, силы Его, славы через причастие. Я переболела ковидом конец января, начало февраля. С воспалением легких, все как полагается, со всеми атрибутами. В субботу, перед причастием, 2 февраля, вышла на работу, еле дошла до работы. Слабость была просто неимоверная. Мне врач сказал, что восстановление будет продолжаться где-то до года. Вот эта слабость, упадок сил, ухо стреляло. Тоже все атрибуты, которые прилагаются к последствиям ковида. В воскресенье мне надо было тоже на работу. Перед работой я пришла в церковь, я обожаю причастие. Это самое классное, наверное, одно из самых классных, что происходит у нас в церквях. Это праздник. Дождалась причастия, причастилась. Все, пришла на работу, и первое время не придала значения, что я дошла до работы без отдышки, поднялась на 3-й этаж, ни разу не отдохнула. И только часам к 5 вечера до меня доходит, что у меня нет никаких последствий. Ведь причащаться мы можем не только в церкви. Причащайтесь, верьте в силу причастия, в силу Божью в нас. Всех благословляю, всех люблю. Спасибо Господу. Слава Богу. Даже и добавить нечего. Что тут можно добавить? Исцеляет Бог. Аминь. То есть не какие-то волшебные штучки, да, не руки нам проповедников, но исцеляет Бог. Слава Богу за все. В том числе за исцеление. Да, мне вот еще подсказывают, у нас есть немаловажная часть служения, это десятина и пожертвования. И я еще раз просто хочу сказать, что я так рад видеть людей в зале, что, знаете, когда все длится уже месяц, и вообще ковид, знаете, я не знаю, насколько вот физически он выбивает, да, но в душевном плане, в духовном он выбивает также, да. Я вот себя поймал на мысли, что одна из самых, наверное, разрушительных действий вообще ковида, это, вот с моей точки зрения, это невозможность людям собираться вместе. То есть вот это хуже нет. Хуже невозможно придумать, знаете, вот когда ты не можешь прикоснуться к человеку. Знаете, вот Иисус, у него сила была, знаете, возложение рук, прикосновение, когда он прокаженным касался. И когда тебя пытаются вот этого лишить,
Знаете, человеку зачастую, когда у него вообще уже ничего нет, ему важно просто пережить прикосновение, бывает. А тут еще ему и говорят, что сиди дома, никуда не ходи, ни с кем не здоровайся. То есть полный набор. Да. Но слава Богу, я не знаю, надолго ли это или как, уже все начали как-то относиться как грипп какой-то, да, у нас, и уже бессимптомно все это дело мутировало, последний штамм какой-то, и как-то все равно берегите себя, вот, кто носит маску, молодцы. Слава Богу за вас. Это нормально, это здорово. Хорошо, и давайте, вот Дмитрий Петрович уже отправляет. У нас есть, если вы уже знаете, реквизиты не менялись, можно еще раз скинуть в группу, кто делает это в электронном виде, кто делает физически, Господь пусть благословит вас. Ну, и те, кто электронно, тоже пусть благословит. Не в том смысле, что он тех благословит электронно, а этих физически, но благословит каждого. Это благое дело на самом деле. И это здорово. Я хотел бы, прежде чем я передам слово, я хотел бы еще, знаете, передать огромную благодарность и спасибо вот от пастора с Камчатки, его спутника, кто здесь был, а также от Андрея, вот Манжосова, нашего епископа, за радушный прием. То есть они так впечатлены вообще, ну, кто с Камчатки, то есть они первый раз в Якутии, и за радушный прием, вот если кто здесь есть, с Вилюйской церкви, в Вилюйск передать, с Султарской церкви, в Султары, ну и с Якутска, потому что их хорошо как встречали, и всем людям, кто вообще сопричастен, но каждый раз, когда к нам кто-то приезжает, вы знаете, ну, как правило, мы их встречаем очень хорошо. Даже несмотря, ну, казалось бы, на какие-то скромные вещи, в смысле способности, но находятся люди, то есть у нас, те, кто когда-либо кого-то принимал у себя дома, Господь просто воздаст вам, благословит. У нас есть вот одна семья, их сейчас нет здесь. Очень часто люди как бы у них останавливаются. Уже просто сейчас даже мне не звонят, просто напрямую сразу им. Ну, мы же у вас остановимся, да, ну, не вопрос. Как бы. Но на самом деле, представляете, да, вот, например, там 3-4 мужчин приезжает, вот их просто даже накормить. Обед там, и ужин. Ну, у кого мужчины есть в семье, да, вы понимаете. Когда их 3, то есть они просто даже съедают немало, да. И вот когда мы в Султарах были, там тоже, то есть, я не помню, жеребятина, тортики, супы и всякое такое вообще, слава Богу. И вы знаете, вот такой пример, помните, Лот был такой? Вот, ну, может быть, кто-то слышал проповеди на эту тему, я не помню, чтобы я проповедовал, но вы знаете, вот Господь говорит, что Он праведный. Вот если посмотреть, я даже не знаю, вот, чтобы там вот, чего найти, но это отдельная тема. Вы знаете, вот, евреи говорят, что единственная вещь, которая, да, ему Господь вот, вменяет вообще, чего Он достоин, вот Он принял этих 2 ангелов, которые пришли. И вот так, если посмотреть, там больше ничего нет заслуживающего. Единственная вещь, то, что Он их принял, Он был гостеприимным, странно принцип. Это нам о чем говорит? Насколько это благодетель у Бога, да, она высоко ценится. Потому что все остальное, он там вообще практически, ну, я не знаю, ничего хорошего в жизни не было, можно так сказать. Но здесь только это, оно винилось в праведности. Это просто говорит. Поэтому пусть Господь благословит каждого, кто, когда кто-то приезжает, и вы гостеприимны, вы встречаете, вы принимаете, вы что-то делаете. И когда, ну, то есть меня благодарили, то есть, ну, это же не я делал. То есть, слава Богу за тех людей, кто участвовал в этом. Поэтому я так и, то есть, еще раз, Любовь Николаевна вот, тоже готовила, принимала и участвовала. Низкий поклон просто от меня лично также. И всем, вот, кто смотрит, если Дима смотрят, огромное спасибо им. И если я кого-то не знал, вообще люди, кто каким-то образом вы участвуете в приеме гостей, огромное вам спасибо и благословение Господа. Хорошо, и сегодня у нас слово поделится Любовь Николаевна, давайте мы ее поприветствуем.
стою и думаю, почему, когда я проповедую, в зале сидит 10 человек. Когда приходит Любовь Николаевна, вроде бы все то же самое, но зал полный, да? Это пастор шутит, конечно. Добрый день, Драгоценная церковь. Я действительно соскучилась, потому что выпала на какое-то время, уезжала в отпуск. Но, слава Богу, я так рада видеть, что как будто бы действительно сегодня ничего и не было. Все в сборе. Ну, слава Богу, за каждого из вас. Я верю, что Господь благословит. Просто благословит каждого, и вы не уйдете такие, как пришли. Поэтому открывайте свои сердца. Тема сегодняшнего слова – это «Любишь ли ты меня?». Мы с вами недавно вступили в 2022 год. Каждый год он особый по-своему. Что можно ожидать от этого года, в который мы вступили? Коснусь только одной грани – числа 22. Число 22, оно в иврите соответствует букве Тав, последней букве, которая означает что? Наверное, уже многие знаете. Крест. Означает крест и означает печать любви. Я предполагаю, что в этом году Господь особо поведет свою церковь, свою невесту, потому что 22 – это еще невеста, число невесты, в раскрытие значения Голгофского креста, даст откровение о любви, так как Он желает крестить нас в свою божественную любовь. И поэтому неудивительно, драгоценные, что многие из нас по-особому начали переживать Божью любовь, стали погружаться в эту тему. И не случайно в прошлое воскресенье наш гость, пастырь из Камчатки, делился своими мыслями и переживаниями о любви. Я предлагаю продолжить углубляться. Тем более, что эта тема, она необъятная, очень важная, я сказала, крайне важная, и в ней можно черпать для себя что-то новое и бесконечное. Все творение, что оно стенает, ожидает откровения сыновей Божьих, в том числе и откровение о божественной любви. Всем нужна истинная любовь. Мое личное убеждение, что мы пришли в этот мир с вами, чтобы научиться любить. В идеальном мире трудно научиться любить. И поэтому на небесах мы с вами не будем продолжать учиться любить. Туда мы должны прийти уже с тем, что приобрели здесь, в земной жизни. И вот этот земной отрезок времени, это для нас как испытательный полигон такой, для нашего преобразования. И знаете, драгоценные, существует прямая взаимосвязь с осознанием нашей греховности и мерой любви, которую мы приобретаем. Помните, когда блудница Мария взяла целый фунт нартового, чистого, драгоценного мира, и она что сделала? Помыла ноги этим мира Иисусу и своими волосами оттерла его ноги. Почему она это сделала? Это был акт выражения ее любви, акт выражения благодарности Господу. Мария, она осознавала, что ей было очень много прощено. Она ведь проститутка была, блудница. Иисус сказал, кому мало прощается, тот мало любит. Это в Луки 7 глава. Соответственно, кому много прощается, тот много любит. Фарисеи, они не считали, что им надо было много прощать. Почему? Потому что они были самоправедны. И поэтому любви было мало. А вот мытари и блудницы это осознавали более, сказать, почему-то, да? Более ясно. Повыше микрофон возьмите. Поближе? Повыше. Повыше? Но имеется в виду руку не снизу микрофона. Вот так? Да. Хорошо. Попробуем так. А вот по утверждению Иисуса, мытари и блудницы, они что? Они шли впереди, да, фарисеев Царства Божьего. Любишь ли ты меня? Этот вопрос кто задал? Иисус. И кому? Правильно, апостолу Петру. Притом, что, заметьте, он задал его трижды, да? Трижды
спросил, что это означает. Любое повторение, любое утверждение в Библии, оно подчеркивает важность этого утверждения. А если трижды, скажем так, архиважность, да, это равнозначно внимание, внимание, внимание или красный свет. Это же вопрос Господа, он звучит через тысячелетия и обращен к каждому из нас. Задайте себе этот вопрос. Научился ли ты любить? Спросил Господь известного в христианском мире пророка Рика Джойнера. Это когда он попал на небеса. Бог не спросил его, сколько ты пророчествовал людям, как точно ты это делал, сколько ты книг написал, сколько людей привел к спасению. Нет. Вопрос касался преобразования его души, одухотворения души, обожествления души. Вернувшись обратно в земное измерение, Рик Джойнер очень много чего пересмотрел и изменил в своей жизни. Драгоценное также помешает начать готовиться к тому, чтобы ответить на этот вопрос утвердительно. Верно? Согласитесь, что если для Господа этот вопрос нашей любви, вопрос состояния нашего сердца так важен, то он и для нас должен быть важен. А так как мы с вами часто интерпретируем каждый на свой лад, в том числе и понятие любовь, в то время как нам прежде всего нужно знать, какой смысл вкладывает в это Господь, то давайте сегодня вместе поразмышляем, зададим вопросы и сами же ответим на них, но только по Слову Божьему. Эта методика задавания вопросов и ответов, это методика, которую используют евреи. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Легче запоминается. Какая основная заповедь была в Ветхом Завете? Какая заповедь? Во Второзаконии 6 главе там Господь дает заповеди, повеления, постановления, которые израильский народ должен был выполнять в земле хананейской, куда он их вел, да? И что он там, самое главное и самая первая заповедь, это какая была? Давайте увидим на экран. Второзаконие 6 глава, 5 стих. Совершенно верно. Второзаконие 6, 5. Мы немного будем вводить на экран, я буду просто цитировать что-то. «Люби Господа Бога твоего». Вывели, да? Да. Ага. «Всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими». Вы знаете, дано там не просто повеление любить, но расписано просто в 6, 7, 8 и 9 стихах, что для этого нужно делать, чтобы утвердиться в этом повелении. Что там написано? Я скажу, просто перечислю. Вложить в сердце, внушать своим детям и всегда, и везде говорить об этом. Навязать на свою руку, навязать на своих глазах повязку, написать на косяках дверей дома, на воротах написать. Вы представляете? Вот такая подробная инструкция. А какая первая и наибольшая заповедь в Новом Завете? Завет Господа вначале. Возлюби, давайте откроем. Матфея 22, 37. Освежите в памяти. Матфея 22, 37. Вообще это изречение есть во всех 3 Евангелиях. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим. И вдруг в других Евангелиях также добавляется и всею крепостью твоею. А какая вторая заповедь? Вот то, что вы начинали, подобное ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Нам вроде бы все понятно. Нужно любить Бога и нужно любить людей. Так мы же вроде бы с вами это и делаем. Да? Библию читаем? Читаем. В церковь ходим. Песни поем. Что-то делаем доброе. Да кто-то еще и в служении служит на небе Божьем. Слава Богу. Делаем все это? Делаем. Но, драгоценное, где здесь любовь? Все это действие. Только косвенно они говорят о любви. Да, безусловно, они могут быть следствием любви, хотя не обязательно. Но они не являются самой любовью. А любовь — это нечто большее. Давайте разберемся, что же такое любовь. Начнем с того, как мы это понимаем, в привычном нашем понимании. Это особое состояние,
Это особые чувства, восхищение предметом любви, неудержимое желание быть всегда рядом с ним, жить для него. Это полет в другое измерение, скажем так, реальности. Это такое состояние, когда вокруг все в розовом цвете, и все вокруг удивительно хорошие и добрые. Это когда ты начинаешь жить в гармонии со всем миром. Когда не ходишь, а просто летаешь. Думаю, что можно по-разному, конечно, и поэтически описать состояние любви. Я просто поделилась тем, как я ранее понимала любовь, опираясь на свой жизненный опыт. Кое-кто может сказать, так это же просто влюбленность. Да, бывает так, что такое состояние длится недолго, и оно проходит. Но что касательно божественной любви к Господу, так не должно быть. Иисус упрекает Ефесскую церковь, это в Откровении 2:5, он упрекает в том, что эта церковь оставила первую любовь и призывает их покаяться. Он не упрекает их за просто любовь, он за первую любовь, что они оставили, то есть горячую, искреннюю, безумную эту любовь. А это что значит, если он упрекает? Значит, эту первую любовь можно и нужно сохранить в течение своей жизни. В чем же тогда секрет? А все дело в том, что любовь, она бывает разная. И это не только чувство, как мы часто неверно понимаем. Потому что любовь — это прежде всего личность. Любовь — это Иисус, ставший плотью. И Господь хочет наполнить жизнь и землю своей божественной, безусловной любовью агапы, чтобы везде и во всем был Христос. И сделать это через нас с вами. Если будет агапе, то, безусловно, будет и филео, это греческие все слова, то есть дружеская любовь. Будет и сторги, родственная любовь. А за другую эрос ей говорить не хочу. Разницу и понимание любви уловили? Мы сейчас еще укрепимся. Конечная цель любого рожденного свыше христианина – это что? Уподобление Сыну Божьему, Христу, через познание Господа, приобщение божескому естеству. Как вы думаете, в чем это уподобление будет проявляться? В чем? Прежде всего в том, что мы будем любить божественной любовью. Потому что Бог есть любовь. Не святость, хотя Он трижды свят, да? Не верность, хотя Он верный. Не милость, хотя Он много милостивый и так далее. Все это присуще Господу. И это грани Его естества. Но написано дважды: Бог есть любовь. Как еще можем характеризовать любовь согласно Писанию? Любовь — это совокупность совершенно верно, совершенство. Любовь — это плод Святого Духа в 9 его проявлениях. Любовь — это единственное свойство и самоличность, которая не перестает, не придет, потому что любовь вечная. Бог, Он вечный. Все то, с чем некоторые из нас собираются прийти на небеса, а именно со своими служениями в дарах на небе Божьей, никак не пригодится нам на небе. Потому что на небе не нужно будет ни евангелизировать, ни пророчествовать, ни молиться за исцеление, ни вещать с кафедры. Ничего этого там уже не нужно. Все это востребовано здесь, на земле. А кто не имеет любви, имеется в виду агапы, да, божественной любви, то, согласно 1 Коринфянам 13 главы, что? Ничто. Ну, откройте 1 Коринфянам 13 главу, 1 стих. Как пень звенящая, как кимвал звучащий. Пустой звон. Люди пытаются, конечно же, в мире делать добрые дела, и мы пытаемся, делают многие большие пожертвования, знаете, это миллионы долларов. Есть различные благотворительные фонды, но в глазах Божьих это ничто, если нет в сердце человека истинной любви. Мотив важен. Любое благое дело, если оно сделано без любви, оно не будет иметь пользы для этого человека. Важно не столько само дело, как что?
Что важнее? Мотив? Мотив сердца, с которым оно сделано, это дело. На небе больше всего ценится сердце, наполненное любовью. Вот почему больше всего хранимого нужно хранить что? Сердце, из которого источники жизни. Именно сердце всегда стремится быть там, где объект его любви. Там, где находится то, что ему дорого, то, что он ценит, то, что является для него его сокровищем. Матфея 6:21 написано: где сокровище ваше, там и сердце ваше. Поэтому, драгоценное, по нашему сердцу можем определить, что мы с вами любим больше всего. Если мы любим Господа, тогда с Ним проводим больше всего нашего времени. Если любим себя, тогда себе, родным, уделяем больше всего времени. Если мы любим мир, тогда мы в соцсетях пропадаем, тогда мы за модными трендами гоняемся, новости отслеживаем и так далее. Давайте вспомним характеристику любви, которая описана в 1 Коринфянам 13 главы, глава любви, да? Повторение здесь точно не решение. Словом нужно питаться каждый день. Но я прочитаю в расширенной версии. Как это место интерпретирует Анна Мендес. Поэтому я предлагаю вам сейчас на 2 минутки просто расслабиться. Можете даже глаза закрыть. И послушайте сердце. Погрузитесь в этот образ любви, который я вам сейчас буду зачитывать. Попробуйте представить, что вы просто окунулись в эту любовь. Любовь ищет, кого любить. Она не отвергает, а принимает. Любовь приветлива и имеет сочувствие ко всем людям. Она не смотрит на негативное, она смотрит на хорошее. Несмотря на наше равнодушие, презрение и предательство, любовь не закрывает свое сердце на нас. Она постоянно ищет примирение. Она дружелюбна. Она всегда ищет возможность приносить радость. Она ищет удачного момента, чтобы завоевать наше сердце. Нежно и осторожно она сглаживает наши нехорошие черты характера. Любовь постоянна и настойчива. Она терпелива. Она не завидует и не кипит от ревности. Она не хвастается и не выставляет себя. У нее нет заносчивости и надменности. Она не гордая и не высокомерная. Она не грубая и не бывает неприличной. Любовь не эгоистична. Она не отстаивает свои права, не настаивает на том, чтобы все, что именно так, как она хочет. Потому что любовь не ищет своего. Любовь не раздражительна. Она не подвергается угрозам и недовольствам. Она не радуется несправедливости и не причиняет никому зла. Она радуется, когда царствует правда и справедливость. Она не обижается. Она не ведет счет оскорблениями и ошибками. Любовь переносит все. Она всегда видит в каждом человеке лучшее. Она всегда полна веры и надежды. В любой ситуации она остается сильной. Она полна самопожертвования и неудержимо хочет себя раздавить. Она смелая. Она борется, не дает никакому врагу запугать себя. Она всегда побеждает и никогда не сдается. В любви нет страха. Она может все, и ничто не может ее удержать. Любовь побеждает даже самых лютых врагов. Она побеждает бушующие реки, чтобы спасти утопающих. Любовь сильна. Она сносит непреодолимые стены. Она приближает каменные сердца плотяные. Она знает тысячи непроходимых путей. А там, где пути нет, она прокладывает новые. Любовь не прекращается. Она никогда не останавливается, не стареет. Она никогда не сдается и не перестает побеждать. Никто и ничто не может преодолеть любовь. Любовь – это самая великая власть во всей Вселенной. Она чистейшее откровение Божьей сущности. Она делает Бога видимым и ощутимым на этой земле. И эту любовь мы пьем, когда мы принимаем кровь Христа. В этой любви мы будем преображены. Круто? Знаете, мне сейчас пришло, что я, наверное, этот отрывочек я сброшу в группу церкви, хорошо? Чтобы вы просто еще про них почитали. Здесь речь, конечно же, драгоценная о небесной, божественной любви Агапы. Наша земная человеческая любовь явно
не достигает до этих характеристик. Увы. Да, мы можем влюбиться в человека. И ради него, как говорится, и горы свернуть, и звезду достать с неба. Но стоит этому человеку не ответить взаимностью нам, проигнорировать, не оценить нашего сердечного какого-то порыва и даже еще, не дай Бог, посмеяться над нашими чувствами, тогда эта самая любовь быстро может превратиться в что? Совершенно все знают. Ненависть. А любви до ненависти один шаг. Это поговорка взята из жизни. Это не из Библии. Человеческая любовь, она эгоистичная, но божественная любовь. Любовь Христа, характеристика которой мы только что с вами перечитали, она совершенная, безусловная, расточительная, не поддающаяся логическому мышлению и превосходящая, она превосходит всякое человеческое разумение. Нам трудно это понять и вместить. Любовью вечной возлюбил Господь Израиль и нас, церковь. Вечная любовь. Это опять-таки неземная человеческая любовь. Так что не стоит драгоценно напрягаться и пытаться родить что-то из себя самих. Это бесполезно. И принимать решение любить людей, безусловно, это точно так же бесполезно. Думаю, что многие из нас уже такое решение принимали и не раз. Принимали? Принимали, конечно. И каждый раз терпели фиаско. Мы все равно сегодня любим, а завтра как-то уже не очень. Сегодня горим, а завтра уже и тлеем. Непостоянство присуще нашей человеческой любви. Конечно. Есть предостаточно примеров, когда люди полюбили друг друга в юные годы, и это чувство они пронесли всю жизнь. Но Бог говорит нам в заповедях не только и не столько о любви в семье, к родным нам людям, родителям, детям, этих, кто мы еще с вами можем любить, этих, безусловно, любовью, за этих, кто мы еще можем жизнь отдать, да, если потребуется. Но речь в заповедях идет о любви не филео, не спорге, а какой? Агапе, божественной любви, вот которую мы написали только, любви к Богу, которого не видим, и любви к ближнему, который встречается на нашем пути. Любовь должна быть вот такая, и к Богу, и к ближнему. А это уже, согласитесь, гораздо сложнее. Это другой формат, другое измерение, я бы сказала. Помните, кто такой ближний? В истории о добром самарянине там конкретно описано, дается подробный ответ, кто это такой. Для избитого разбойниками человека, который был брошен просто умирать на дороге, кто оказался ближним? Увы, это не был священник, это не был левит, это был самарянин, проезжающий мимо. В Библии нам дано четкое указание, как надо любить. Нам дана мера этой любви. Что это за мера? Кто-то может мне сказать? Какая мера любви есть в Библии? Что это за? Возлюби? Как себя. Как самого себя. Это одна мера любви. Да? О, как надо любить. Как себя. Себя-то я люблю. Палец точно не дам, чтобы откусили. Себя мы любим, драгоценные, понимаете? Вот мы также должны любить. Это одна мера любви, она написана в Матфея 22 и 39 стих. Это, значит, а еще какая мера? Возлюби ближнего, как я вас. Да, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Это новая заповедь, которую Иисус дает, да? В Иоанна 13:34. Он говорит, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. О, это еще круче. То есть надо готовы быть, умереть за этого человека. Это уже не пассивная ноша. Как это так? Но именно так возлюбил нас Иисус. И мы это прекрасно понимаем, что Он возлюбил, поэтому отдал свою жизнь за нас на кресте. Один интернациональный служитель, также побывал на небесах, он увидел рядом с Иисусом незнакомого человека. Как бы в кругах христианских он его не видел. И он говорит, а кто это? А Иисус ему говорит, он был бездомным на земле, но однажды он отдал свою одежду такому же бездомному, а сам в ту ночь замерз и умер. Он научился любить, и поэтому он со мной. И еще давайте посмотрим
третий пример, критерии. Как такая любовь должна проявляться на практике. Это Матфея, 5 глава, 44 стих. Удивительное место Писания. Вот сколько в Господе все к Нему возвращаюсь и изучаю. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благодарите ненавидящим вас и молитесь за кого? За обижающих вас и гонящих вас. Вас гонят пинком, а вы благословляете, молитесь за него. Кто-то из вас может исполнить хотя бы один из этих пунктов добровольно, регулярно, с постоянством и рвением? Конечно, нет. Человеку это невозможно. Если вы сказали, да, это была просто ложь. Вот. Но быть сосудом, через который может изливаться божественная любовь, мы можем. И к тому драгоценны. Мы призваны. Мы призваны. Изучая тему любви, думаю, мы не один раз из вас молились: Господи, наполни меня своей любовью, научи меня любить. Молились? Конечно, молились. И это правильная молитва, драгоценная. Так нужно молиться. Когда мы родились свыше, Господь излил на нас порцию своей любви. Как Он излил? Духом Святым, да? То есть зародилось пламя, вспыхнула первая любовь. Помните себя в это время? Ой, горели, ой, бежали, ой, всем рассказывали. Глаза блестели, ночью не спали. Это все равно было. Но любой костер надо поддерживать. Поддерживать, иначе он будет угасать. Любовь Господа, она неизменная. Вопрос в нас. Поддерживаем ли мы этот огонь? Чтобы не путать любовь со следствием любви, давайте прочитаем Иоанна, 14 главу, 15 стих. Вы не переживайте, мы все к концу приведем к знаменателю общему, если что-то сразу не уложилось. Иоанна 14, 15. Иисус говорит: если любите меня, соблюдете мои заповеди. Есть такое? Есть. Если любите, то есть тогда будете исполнять. Так? То есть исполнение заповедей — это не любовь. А что? Следствие любви. И исполнение вот этой первой заповеди — любить Господа — мы исполним уже без труда. И вторую заповедь — будем любить друг друга, и ближнего будем любить, и все остальные заповеди мы сможем исполнить. Притом не на основании страха мы это сделаем, что нас накажут или в ад попадем. Невозможно исполнить заповедь таким образом, драгоценно. Это законничество. Только если мотив всех действий будет любовь, да, вот, и плюс, конечно же, Божья благодать, тогда будет результат. Как-то один человек сказал матери Терезе, когда он увидел, как она возится с одним бомжом и обрабатывает ему раны. Он весь был гнилостное такое зрелище, гной, грязь, вонь, все это вместе. И она обрабатывала ему эти раны. Он посмотрел и говорит: вы знаете, как вы это делаете? Я бы за $1000 не обработала эту ни одну рану. Она говорит: вы знаете, за $1000 и я бы не обработала. Но я это делаю из-за любви. Любовь будет всегда проявлять себя и в наших мыслях, и в наших поступках. Ну, вопрос к вам. Подскажите, в чем прежде всего любовь будет проявляться? В чем? В отношениях. Аминь. В выстраивании отношений с тем, кто и есть любовь. Нет отношений, нет любви, драгоценной. Можно выполнять функции мужа или жены в семье, будучи в браке заключенным по обоюдному согласию, по брачному договору и так далее. И будет четко все прописано. Но это то же самое, что исполнение закона. Согласны? Напомню вам одну историю. Одна супружеская пара жила внешне, вроде бы все хорошо у них было. В доме порядок. Муж не пил, не гулял, зарплату приносил. Жена тоже была хорошей хозяйкой. Но женщина была несчастливой. А все потому, что каждый раз, перед тем, как уйти на работу, муж давал ей список.
в котором было прописано все то, что она должна была сделать в течение дня. Женщина очень устала. Ей казалось, это непосильная просто работа, которую она издает. И она уже была на грани просто сильнейшего срыва. Ну, так случилось, что несчастный случай, и ее жизнь мужа оборвалась. И вот женщина в скорости вышла замуж второй раз. И зажила она со вторым мужем, как говорится, счастлива душа в душу. Радовалась жизни и даже где-то внутри радовалась, что этот муж Деспот ушел в вечность. Прошли годы. И вот однажды она наводила генеральную уборку, в доме делала, и случайно каким-то образом нашла этот злосчастный листочек с этим перечнем всего того, что же ей приходилось делать. Она хотела в тушу бросить, порвать и не смотреть, потом что-то ее зацепило. Она думает, ну, прежде чем порвать, дай прочитаем. И она прочитала этот листочек, и знаете, она изумилась. Оказывается, она сейчас делает гораздо больше того, что она тогда делала, что было в списке. Но она не устает. Почему? Она любит своего мужа, и он любит ее. Никто ни от кого ничего не требовал. Каждый делал все в доме из-за любви. Из-за тех отношений, которые они сумели выстроить. Отношения доверия, взаимоповажения, почитания друг друга. Понимаете, выполнять одно и то же, если делать то, что ты обязан, да, и выполнять то же самое, даже может быть больше, но из-за любви, это совершенно разные вещи. В первом случае мы устанем, как эта женщина, и будем несчастны, вечно недовольны, и кому-то что-то должны. И если такие отношения между Богом и нами, как человеком, то это отношения по закону. И назвать их отношениями то трудно. Каждый, мы сами по себе должны выполнить свою часть. Не делай, не ходи, не делай, ни пятое, ни десятое. То есть в таком случае мы всегда будем обижаться на Бога, что слишком трудные задания дают. Невозможно их выполнить. Будем вечно недовольны, как эта женщина злилась на мужа, мы будем злиться на Господа. Но Бог не хочет нас заставлять что-то делать. Тем более любить Его. Он уважает свободу выбора человека. Скажите, вы бы желали кто-нибудь из вас, чтобы ваш муж или ваша жена вас любили по принуждению? Разве это будет настоящая любовь? Притворство. И не более того. Это противно. А если ради выгоды это делается, то это вообще проституция. Вот и Бог об этом нас предупреждает. И через пророка Исаию, и через Иисус цитировал это местописание, Матфея 15 глава 8 стихе. «Приближаются ко мне люди свои устами своими, и чтут меня языком». Да? Сердце же их далеко отстоит от меня. Мы говорим, любим Тебя, Господи, поем псалмы, Ты любовь моя. А на самом деле, как обстоят дела? Исследуем ли мы свое сердце? Поддерживаем ли непрерывно огонь любви? Если была так драгоценная церковь, мы бы уже давно соответствовали характеристикам Суламиты, которая описана в песне песней. То есть все помышления были о Господе, возлюбленном. Мы бы только делали, что искали своего жениха. Мы бы наши глаза были как у голубки, да, то есть сфокусированы только на нем. И мы уже походили на своего возлюбленного намного больше, чем сейчас. Так как же поддерживать огонь любви? Как наполняться Его божественной любовью? Ответ простой, ничего нового, драгоценное. Прежде всего, нужно идти в тайную комнату и молиться. Но не молиться молитвой вопрошайки, дай, помоги, благослови меня, мне, моих родных, близких, работу, служение. Нет, это все мимо, это в другом месте. Чтобы было совсем понятно, опять-таки, давайте перейдем на минуточку в сферу семьи. Если убрать из семьи интимные близкие отношения, вот близкое общение между супругами, и оставить только финансовое обеспечение со стороны мужа и исполнение бытовых обязанностей со стороны жены. Как вы думаете, такая семья долго удержится? Нет, конечно, она распадется.
и любовь, естественно, угаснет. А как вы думаете, почему Господь на протяжении всего Ветхого Завета говорит о супружеских отношениях между собой и Израилем? Мы постоянно это видим в Писании. «Я супруг твой», «Я муж твой». А в Новом Завете Иисус назван женихом, а церковь – невестой. Опять-таки, почему такая аналогия? А все по одной причине. Без близости. Без построения личных отношений с Господом невозможно Его ни полюбить по-настоящему, ни, соответственно, исполнить Его заповеди. И знаете, здесь никто не может нам помочь, чтобы построить и сохранить это отношение любви с Господом. Третий, как говорится, лишний. Он не войдет в твою тайную комнату. Посредников там нет, не ищите. Только ты и только он. Двое. Двое. Это между вами. Это ваша спальня. Это ваша комната. Комната любви. Можно смотреть, конечно, на водопад. Можно смотреть на воду, сидеть часами, сутками, месяцами. Все об этой воде изучить, все знать. Какой состав этой водички, как она меняется по цвету, какой там у нее запах, вкус и так далее. Непрестанно на нее смотреть. И знаете, умереть от жажды, если эту водичку не наклониться и не испить. Чтобы наполниться чем-то, надо это принять внутрь себя. Аминь. Чтобы перетекать, надо наполниться до избытка, чтобы было чем делиться. Господь – источник нескончаемой любви. Только соединившись с Ним, можно наполниться этой божественной любовью. Да, Бог излил свою любовь в нас Духом Святым, когда мы родились свыше, но мы должны ее воплотять через это общение, через единение с Господом. И делать это ежедневно, драгоценное, ежедневно. Точно так же, как мы должны исполняться Духом Святым ежедневно. Невозможно напиться один раз на всю жизнь. Водичку мы пьем каждый день. Итак, первое, что нужно, это строить личные отношения с Богом. И еще драгоценное, очень важно, это регулярно причащаться божескому естеству, к этой его грани, которая является любовь. Любовь, она живет, она пульсирует через кровь Иисуса Христа. Чем больше мы ее пьем, тем больше мы наполняемся Божьей любовью. Ведь мы не просто религиозно пьем кровь Христа. Мы же рассуждаем о том, что было сделано на кресте. Не случайно первая церковь делали это каждый раз, когда они собирались вместе. Хлеб преломления – это великое таинство, и в нем сокрыта великая сила. Сегодня сестра об этом свидетельствовала, думаю, не зря, как раз к теме, в точку. Многие общины следуют этому примеру и сейчас, и это чудесная практика. И еще одно удивительное свойство есть любви. Она не может быть неподвижным в статическом состоянии. Любовь, она как сама жизнь. Она движется, она действует, она проявляет себя. Она призвана течь, как вода, как елей. Все начинается с любви. Мы становимся детьми Божьими из-за любви. Мы можем противостоять врагу, если укоренимся в любви. Я уже не буду называть местописание. Вера и та, движимая любовью. И вера и надежда, они меньше, чем любовь. Почему? Потому что вера и надежда, они потеряли свои приоритеты на небесах. Чему верить? Чему надеяться, если мы все это будем видеть своими глазами явно? Явно. Но любовь, она не перестанет. Она будет вечной. Мы поем песню «Океан Божьей любви». И там есть такие слова: «Нет начала в ней и нет конца». Это образное выражение, но оно верное. Божьей любви не выпить и ее не иссушить. Поэтому надо направлять людей к этому источнику, где они действительно смогут утолить жажду. Не нужно нам становиться источником любви. Если нас надолго с вами не хватит, мы иссякнем тут же.
драгоценные, мы не источник. Никакой человек не может породить любовь, потому что у любви есть божественное начало. Бог есть любовь, и Он источник любви. Все от Него, им и к Нему. Если приняв любовь, человек отдает ее, не удерживает в себе, и она возвращается обратно к Богу. В тех же словах благодарности, признательности. Да, слава Богу, мы говорим. И если происходит этот правильный круговорот от Него и к Нему, то сердце человеческое, оно постепенно размягчается. Оно становится плотяным из каменного, оно очищается от всего лишнего, и оно расширяется. Расширяется. И о таких людях говорим: человек с большим сердцем, то есть с добрым сердцем, умеющим любить и вмещать себя многих, который умеет покрывать недостатки людей многих. Если пойти в самое начало, то можно, не сомневаясь, увидеть, что Бог создал человека, потому что Он хотел любить. Именно любовь к человеку послужила приходу Бога во плоти на землю. Аминь. Иоанна 3,16 мы можем протестировать каждый из вас ночью, сейчас, хоть закрытыми глазами. «Ибо так возлюбил». Вы видите, что мы прочитали прямо это слово, место Писания. Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Драгоценные, у нас нет сомнений в том, что Бог нас любит. Ведь Он отдал свою жизнь за нас, выкупил из рабства, века и смерти. И давайте еще примем одно из Писания. 1 Иоанна 4,10. 1 Иоанна 4,10. В том любовь, знаете, там Божья любовь открылась. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивлении за грехи наши. И вот в другом переводе это слово «умилостивление» — это слово «капара» — жертва любви. Иисус — жертва любви. А как мы, драгоценные, можем выражать свою любовь к Господу? Как? Петь песни, аллилуйя. Может любой человек, даже маломальски верующий. Это еще не значит, что человек любит Господа. Любящий Бога человек, он будет стремиться угодить своему возлюбленному, в том числе будет исполнять все его заповеди и любить то, что он любит, ненавидеть то, что он ненавидит. И все, что он будет делать, он будет с правильным делом сердца, с правильным мотивом, чтобы прославить Господа и явить Его на земле. Любящий человек будет стремиться как можно больше проводить с Ним времени, чтобы познать Его, наполниться им. По этому признаку, драгоценным, мы с вами можем судить, в каком состоянии находится наше сердце. Пылает в нем любовь к Господу, то есть каждое свободное мгновение мы с Ним, держим на Нем фокус и так далее. Или есть прохлада в отношениях, и мы уже идем не очень охотно в тайную комнату, и только прибежали, быстренько пролопотали свою молитву, как Отче наш, и выбежали с чувством исполненного долга. Все, сделать свое дело. Вот. Думаю, что это будет полезное занятие, если мы будем проводить время от времени такую ревизию своего сердца и сравнивать, что было в начале, когда была первая любовь, и как сейчас. Полезно, полезно. А как мир узнает? В том, что мы дети Божьи, что мы Его ученики. Есть такое в Слове Божьем? Да? Есть. Я выделила два основных признака, хотя их, конечно, много, больше других. Но два основных давайте зачитаем. Иисус говорит в Иоанна 13:35. Иоанна 13:35. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будет любовь будете иметь любовь между собою». Умение любить по-настоящему, то есть божественной любовью, это характеристика тех, кто живет в Царстве Божьем, кто научился любить. Да? Почему многие даже приходят и говорят: ой, в другую атмосферу попали, когда приходит церковь, да, ой, вы так любите друг друга, такое отношение, такая атмосфера и так далее. Любовь привлекает.
Любовь, люди ищут любви, настоящей. И второй признак читаем в Исаии 60 глава, 2 стих. Исаия 60 глава, 2 стих. «Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобой воссияет Господь, и слава Его явится над тобой». Тьма — это смерть, покроет землю, а над тобой, дитя света, дитя любви, воссияет Господь. По наличию любви друг друга и по тому Божьему свету, который над нами, по той атмосфере небес, атмосфере славы, которая будет приходить с нами, куда бы мы ни пришли, мир будет нас узнавать. Поэтому будут узнавать нас. Дорогие, мы призваны с вами царствовать уже сегодня. Но без любви мы не будем. Мы можем быть, знаете, как кто? Как огонь поедающий и всех казнящий. Всех, кто нам причинит нелюбовь. И по мере возрастания любви Божьей Господь будет доверять нам больше силы и больше власти. Есть в Писании серьезное предупреждение, чтобы мы не расслаблялись. Так как в последнее время по причине умножения беззаконий у многих что? Охладеет любовь. Это Матфея 24:12. То есть сердце станет холодное вдруг опять. Но написано, что это послучится у не единичных, не у некоторых, а у многих. Много, представьте себе. Есть, конечно, и ободрение в слове. И я хочу сказать, что если мы хотим не быть среди этих многих, нам нужно усилиться в любви. Усилиться в любви, бодрствовать, поддерживать пламя любви в своем сердце, делать такую ревизию, как я сказала, ревновать, чтобы научиться любить божественной любовью, стяжать Христа, стяжать Дух Святой, наполняться им, желать укорениться в истинной любви, возрастать в этом, молиться об этом Господу, просить, в конце концов, чтобы Он изливал эту любовь ежедневно в нас и через нас. Чтобы мы были сосудами пригодными на всякое доброе дело. Драгоценные, я сегодня не буду делать краткий вывод, как это я обычно делаю всегда, до этого делала. Я хочу, чтобы вы просто порассуждали сами над этой темой. Возможно, для кого-то все было сегодня так обыденно, ничего нового не услышали, но я хочу сказать, что вопрос не в том знании, который есть у кого-то в разуме, в нашей голове. Вопрос в том, стало ли это нашим откровением в жизни, и стало ли это частью нас, и стало ли это нашей жизнью. Поэтому я призываю всех задуматься и вернуться к этому. А сейчас у меня есть такое побуждение помолиться. Может быть, давайте помолимся за это? Вы не против? Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты возлюбил нас любовью вечной. Возлюбил Господь еще до сотворения мира. За то, что каждый из нас был в Твоих планах, Господь. Ты предопределил нас быть подобным Твоему Сыну. И Ты прославишь нас, Господи. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту бесконечную, безусловную, Господь, не поддающуюся никакому разумению любовь. Мы благодарим Тебя, Господи, что этой божественной, неземной любовью Ты наполняешь наши сердца. Ты изливаешь Духом Святым, Господь, эту любовь в нас. Мы не можем так любить. Мы просим Тебя, научи нас любить, как Ты любишь, Господи. Да будем мы этими сосудами пригодными, чтобы Ты мог изливать в нас и через нас, Господи. Чтобы не было никаких препятствий, Господь. Ничто не стояло на пути, Господь, но Ты мог течь, Господь. Эта жизнь Твоя могла проистекать через нас. Благослови, Господь, каждого из нас, Господь. Просто быть ревностными. Ревностными в том, чтобы любить. Ревностными, Господи. Чтобы каждый из нас не был тем, что написано, Господь, в 1 Коринфянам, 1 главе, кимвалом, Господь, звучащий, медью, Господь, звенящий, чтобы мы были, Господь, детьми любви, чтобы мы любили Тебя, так
так же искренне, как Ты любишь, Господи, всем сердцем, всей крепостью, всей душой, всем разумением, Господи, чтобы мы любили Тебя. И фокус наш был только на Тебе. Господи, благослови. Благослови нас на этом пути. Только это благоугодно Тебе, чтобы мы познали Тебя. А значит, мы соединились с этой гранью Тебя, с Твоим естеством, Господь, чтобы мы причащались. И каждый раз, когда мы будем принимать, Господь, кровь Твою, мы понимали, что мы делаем, мы рассуждали, мы были благодарны, Господь, мы впитывали эту жизнь, принимали в себя Твою любовь, Господи. И чтобы эта любовь, она текла, она давала жизнь всему окружающему, Господи. Чтобы все творение, оно также погрузилось в Твою любовь. Этот год, Господь, особенный, год любви. Открывай, Господь, веди нашу церковь, веди нашу общину и каждого из нас, Господь, по отдельности, чтобы мы возросли в Твоей любви, чтобы мы возросли в настоящих сыновей и дочерей, Господи. Поднимай нас в этом, Господи, чтобы мы понимали реальность сделанного на кресте, чтобы это было, Господь, у нас всегда на первом месте. Ты, Господь, Ты на первом месте. Мы благодарим Тебя за эту любовь. Благодарим Тебя, Господи, славим Тебя. И да будет, Господь, во всем Твоя совершенная воля для каждого из нас. Аминь. Аминь. И давайте мы еще раз Господа прославим. Как правило, у нас тоже такая добрая традиция становится. Так вот, все время все удивляются, когда я в конце подхожу, говорю, давайте еще прославим. Вы уже не удивляетесь?